На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Борьба с лжеинвалидностью, повышение абхазских пенсий и другие вопросы. Итоги очередного заседания Кабинета министров Абхазии. Живая история Отечественной войны. Мы продолжаем цикл фильмов Тали Чапо Айбушра Амшанца. Традиционные институты военной культуры черкесов и их трансформация. Герой Абхазии Асланбек Мирзоев защитил докторскую диссертацию. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Джаня провел совещание с членами правительства и главами администраций городов и районов. В повестку дня совещания включены вопросы о текущей ситуации в энергетической отрасли и мерах по покрытию дефицита электроэнергии, о ходе реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы, о ходе реализации программы развития сельского хозяйства, о ходе реализации государственной целевой программы жилища на 2023-2025 годы. Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба проинформировал главу государства о состоянии дел в энергетике. По его словам, процент собираемости за потребленную электроэнергию в апреле составил 48%. Для сравнения, в апреле 2023-го 27,5%. Кабинет министров принял ряд важных решений. Одно из них – повышение пенсий лицам, не получающим российские выплаты. Также увеличили объем финансирования на зубопротезирование инвалидам войны и расширили перечень лекарств, которые будут отпускаться льготно. Всего 26 вопросов рассмотрели члены Кабмина. Подробности у Марианны Котовой. С 1 июля на 1000 рублей вырастет абхазская пенсия, но только у тех, кто не получает российскую. Такое решение было принято Кабинетом министров, так как в последний раз абхазская пенсия повышалась аж в 2016 году. К тому же у пенсионного фонда увеличился объем собираемых средств, и за счет них удалось осуществить это незначительное, но повышение. Данное повышение в целом затронет до 16 тысяч пенсионеров по всем 10 категориям. И дополнительно расход за оставшиеся полугодие пенсионного фонда составит около 90-95 миллионов рублей. Но данное решение принято еще с учетом того, что наблюдается положительная динамика роста поступлений страховых взносов в пенсионный фонд за эти 5 месяцев по сравнению с предыдущими годами, и пенсионный фонд самостоятельно способен финансировать данные повышения. Также увеличился объем финансовой помощи инвалидам войны на изготовление зубных протезов. Теперь они будут получать на эти цели по 150 тысяч рублей, причем снимать их можно частями. Обращаются в год от 200 до 300 лиц, инвалидов войны, которые нуждаются в таких услугах медицинских. И 100 тысяч рублей – это не такая сумма, не хватало для таких услуг медицинских, и потому предлагается повышение размеров. До 2023 года размер помощи составлял 60 тысяч рублей, в 2023 году 100 тысяч рублей именно на зубопротезирование. Мы предлагаем очередное повышение со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Это значительная, такая существенная поддержка и помощь для этой категории граждан, инвалидов войны. Также правительство расширило перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые инвалиды всех групп могут бесплатно получать в государственных аптеках. Теперь в этот список включены 26 наименований лекарств и 30 медицинских изделий. Мы теперь имеем право утвердить перечень лекарственных препаратов актом Кабинета министров. И теперь у нас более широкий круг инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которым мы оказывать будем помощь. Это речь теперь идет о инвалидах ЕП,
первой, и второй, и третьей группы, определены лекарства. Этот перечень давно не обновлялся, теперь мы его обновили новыми препаратами. Министерство здравоохранения большую работу проделало, большая помощь была оказана, много современных наименований лекарственных средств в перечне дополнили мы. Кабмин принял постановление об организации проведения медико-социальной экспертизы. Она необходима для установления группы инвалидности, снятия и постановки на учет, а также для того, чтобы не допускать ситуаций, при которых здоровые люди получали группу инвалидности, а вместе с ней соответствующие льготы и выплаты. За прошлый год нами освидетельствовано 173 человека. Но это в основном те граждане, которые обращались с заявлениями в течение 3 лет, но эти заявления не рассматривались, поскольку комиссия не работала. Поэтому вот они накопились, и после повторного обследования и диагностики ряда тяжелых заболеваний мы провели экспертизу в прошлом году. В этом году, после утверждения временного порядка, нами вот по состоянию на сегодняшний день освидетельствовано 62 человека. Это в основном все ветераны Отечественной войны с теми или иными тяжелыми заболеваниями. Хочу сразу сказать, что критерии отбора пациентов и критерии оценки, они стали намного жестче. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность борьбы с лжеинвалидностью, так как на дееспособных людей тратятся бюджетные средства, которых затем не хватает на другие государственные программы. Бюджет такие нагрузки не выдерживает. У соответствующих фондов нет таких средств. Мы платим деньги, которые не должны платить. Министр внутренних дел Роберт Киут рассказал о том, что наличие незаслуженных льгот у некоторых правонарушителей также мешает деятельности правоохранительных органов. Наличие инвалидности у лиц, криминального, так сказать, настроенных лиц. И это очень сильно мешает работе органов внутренних дел, вообще правоохранительным органам, потому как при принятии судебного решения по административным, в первую очередь, правонарушениям, они фактически освобождаются от ответственности. И мы физически прям видим, что многие из тех, кто сегодня пользуется данными справками, не совсем являются инвалидами. То есть в контексте всего этого хотелось бы тоже совместную работу провести. И, наверное, эти ряды надо чуть почистить, потому как это в первую очередь какие-то, наверное, не выплаты получают, но и при этом пользуются льготами соответствующими. Да, ну, так что мы готовы в этом направлении оказать содействие и, соответственно, почистить эти ряды. Также в ходе заседания Кабмина была утверждена президентская программа «Жилище 2023-2025». По словам министра труда и социального обеспечения Руслана Аджба, заявок на получение жилплощади в десятки раз больше того количества квартир, которые в год может выделить государство даже самым нуждающимся семьям. Это среднесрочная программа на 3 года, 23, 24 и 25 года. И на реализацию предусмотрено 180 миллионов рублей, то есть 60 миллионов в год. Вот. Предоставлено право участия в программе и инвалидам первой группы 20 заявителям, лицам на иждивении, которые находятся ребенок инвалид или инвалид с детства, 25 заявителей. Многодетных семей в 2023 году всего 3 заявления было рассмотрено и предоставлено право. Семьям погибших 2 семьи. Вот. Круглые сироты 17 семей. В принципе, все заявления по круглым сиротам в прошлом году были рассмотрены и приняты соответствующие решения. Также были 30 участникам программы отказано, были решения также о дополнительном рассмотрении некоторых заявлений. В этом году уже воспользовались 7 граждан и на 6 миллионов рублей уже приобрели жилье. Вот. Программа продолжается. В этом году
уже принято еще 54 заявления. Всего подходят по программе и нерассмотренных заявлений более 450 заявлений, которые у нас лежат. Для того, чтобы оказать всем помощь и поддержку, конечно, недостаточно средств, и на это уйдет еще несколько лет для того, чтобы рассмотреть все заявления. Также были приняты решения, касающиеся Министерства юстиции, в частности, сотрудничества с российскими коллегами. Утвердили макет герба министерства. Положительно отреагировали на выделение участков для добычи инертных материалов и воды. Приняли решение выкупить квартиры у частных владельцев, которые планируется присоединить к Дому-музея имени Гулия. И ряд других решений по некоторым другим вопросам. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. В пятницу 31 мая состоится очередное заседание сессии Народного собрания. В повестке дня более 18 вопросов, в их числе постановление о проекте закона Республики об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, а также бюджета ряда фондов. Кроме того, постановление о проекте закона о внесении изменений в закон Республики о порядке рассмотрения обращений граждан, о проекте закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Республики, о проекте закона о государственных закупках, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и другие. Инар Гицба останется депутатом парламента Абхазии до конца срока. В своем телеграм-канале он сообщил, что решение обусловлено обращениями избирателей и коллег. При этом он покинул пост исполнительного секретаря Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, чтобы усилить активность работы в Народном собрании. Инар Гицба написал заявление о сложении полномочий депутата 25 марта. Он был избран в Народное собрание 7-го созыва в марте 2022 года от округа номер 1, Новый район, Сухум. В Верховном суде состоялось первое заседание кассационной коллегии по уголовным делам, которое рассмотрит обжалование приговора по тройному убийству на набережной. Коллегия судей в составе Тимура Шони, Олеси Адлиба под председательством Заура Аджинджал проигнорировала заявление Абаза ТВ на освещение судебного процесса, поэтому видеосъемка не велась. В рамках заседания было оглашено заявление осужденного Эрика Чкадуа о его желании принимать участие в процессе, а также рассмотрены и удовлетворены заявления осужденных Дату Ахала и Беслана Бганба о переносе судебного процесса ввиду их плохого самочувствия. Следующее заседание назначено на 14 июня. Информация правоохранителей. Наркотическое средство метадон в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД у жителя Гулрыбского района. Смотрите материал пресс-службы МВД. В результате разработанных и реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН Министерства внутренних дел на посту ГАИ Эшер остановлено автотранспортное средство «Тойота» под управлением Авидян Артура Суреновича, 1969 года рождения, жителя Гулрыбского района, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств. 13 заизолированных свертков с белым кристаллообразным веществом внутри мужчина хранил в кармане носимых брюк. До обнаружения и изъятия сотрудниками милиции в ходе его личного досмотра, проведенного в служебном порядке. Внутри изолированного свертка находится полиэтиленовый пакет с веществом светлого цвета. Что в этих данных свертках содержится, что за порошкообразное светлое вещество? Мне попросили это закопать здесь, наркотики. Это, то есть органическое вещество, которое вы не знаете название? Метадон. Метадон. Да. Все обнаруженное было опечатано и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики Абхазия, где установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству метадон. Как и каким образом данные свертки оказались у вас? В Сочи их там мне дали адрес, я пошел. То есть тайная закладка? Да. В городе Сочи, да. На территории Российской Федерации вам дали адрес тайной закладки, вы пошли, и вот эти свертки там нашли. Да. Там забрали. Да. Затем что происходило, что вы сделали дальше? Затем должен был привезти в Сухуми и положить здесь. Вот так Вы же, должны закладки. были, некоторые уточнения, вы должны были положить это все в одном месте? Не. То есть по разным местам? Да. Каждую закладку сколько вы Мне получали? обычно это давали вместо денег наркотики. Вместо денег наркотики вам давали. Все, я вас понял.
Скажите, пожалуйста, сколько раз вот с такой целью вы приезжали в Абхазию? 1, 2? Раза 3-4. Раза 3-4 приезжали. Оперативным путем установлено, что данный наркотик Артур Авидян приобрел на территории Российской Федерации в городе Сочи, незаконно ввез на территорию Республики Абхазия для осуществления тайных закладок, после чего фотографии с геоданными отправлял по приложению Telegram куратору под псевдонимом Тритуза. В ходе дальнейших ОРМ в отношении гражданина Авидян последний указал на ранее сделанные им тайные закладки. Так, в селе Пшап Гулырыбского района сотрудниками милиции на разных участках местности обнаружено изъято 3 свертка с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата. Полиэтиленовый пакет с веществом светлого цвета. Поясните, пожалуйста, после осуществления данных закладок, что вы делали далее? Фотографировал, скинул фотографии, и все, и не подходил. Фотографировали как? Просто фотографировали? Зажигалку ставил сверху и фотографировал. Ага, я понял. Что для упрощения покупателя. Согласно исследованию, проведенному в ВКЦ МВД Республики, содержимое свертков, изъятых в ходе личного досмотра гражданина Авидян и из мест тайных закладок, является наркотическим средством метадон, масса которого составила порядка 10 граммов, что является особо крупным размером. Следственным подразделением столичного УВД в отношении Артура Авидян по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Решением суда города Сухум подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается. 731 упаковку табачной смеси для кальяна без акцизных марок республики изъяли в Гагре. Табачную продукцию обнаружили сотрудники УБК и ГТК Абхазии 29 мая в торговом объекте, принадлежащем ИП «Чолокян», сообщает пресс-служба ГТК. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Печальная весть. При выполнении боевого задания в зоне СВО погиб бывший сотрудник службы госбезопасности Абхазии и гражданин Абхазии Даур Валерьян Валерьевич Хмелев. Хмелев родился в 1988 году в городе Ленинград, окончил Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Будучи сотрудником СГБ, неоднократно отмечался и поощрялся руководством службы. До мобилизации в Вооруженные силы России работал в Москве, был главным специалистом группы управления авиационной и транспортной безопасностью авиакомпании «Россия». Мастер спорта по легкой атлетике и пауэрлифтингу, участник различных спортивных соревнований. В зоне боевых действий командовал ротой, был дважды представлен к ордену мужества. У Хмелева остались жена и 2 детей. Живая история Отечественной войны народа Абхазии. В нашем эфире продолжается цикл фильмов военного корреспондента Тали Джапуа Айбышра Амшенца. Давай, ну все, долго не могу смотреть на камеру. Маю юхба, юхлахейт. Але датби Эшира, а медико-санитар батальон Аштабахна. Еще одна звезда прибыла. Вагина врага в Сухум. Только пока не показывай, то там родные его. Я же говорю, показывать не буду. Потом соберемся. В разведку не попала. Рик, дай, рик, тых. Али, дела там, да. Ну, а кто ходит? Али, еще родные, Здрасте. Как, ты что, без камеры уже не работаешь, да? Так, мы сейчас будем говорить про любовь, про цветы и только про женщин, да? Ну, пожалуйста. Только правда. Наша же эта камера. Телеграмме убадзома месудызм сахтут. А бежи, садахалот. Оку, послухайте, шхаты. Пароль она бабшимши запсов с вас хасыну. Послухайте. Пароль, Рахан. Не знаю, дверь открыл. Не знаю, закрыл, опять поехал. Как дали, очень хочу. Геда, послухай, ты шпайдал. Филиш Павлович, какая ситуация?
Успехам сужбума. Салага, машина сгичвает, и Москва, сцата пара атарас салага, гуляйра салагут, потому нас спасибо. Молчать, который нас, и там, ну, естественно, сами знаете, на херах. Нас? Вот, машину продал деньги. Я буду каждый месяц присылать в помощь Абхазии по 10 тысяч. И меня вы будете по телевизору показывать. Вот, а кто против, что скажет? Честно, 10 тысяч буду. Гоги псоун за днеер. Гоги псоун за днеер? Там встречу его с цветами. Единственное, что боюсь, да? Я вам скажу 3 вещи, которые я боюсь. Это мины. Снайпер? Снайпер не так. Нет, не пулю в спину. Не потому, что кто-то кого-то хочет убить там, а очень часто такие автоматы держат, да? Вот так нажимает и вот так смотрит. Пока весь магазин не выпустит, не останавливает. Тали, скоро приедем в Сухуми. Зайдем ко мне. Сгоревший дом. Во двор зайдем, по бутылке шампанское выпьем, пойдем дальше. Шампанское зарыто, да? Леху уже знаешь, БМВшника, Леху? Леха. На 11-й. Наверное, знаю. Да, вот 11 сидели, короче, вот, сидели, тоже что-то, в день рождения что-то было, немножко выпили, все, и сидит на гитаре, он играет. И как раз вот то, что, мол, за тех, кто в окопах пьют, вот такой разговор, помнишь, одно время пошел. И он что-то, серьезный разговор пошел, ему, говорит, ребята, знаете, что я сделаю? Что, говорит? Я пойду в Москву, говорит, и буду пить за тех, кто в квартирах. А мы сидели тогда в этом, вот этот военный городок двухэтажный. Почему, говорит, за тех? Ну мы же в квартирах, говорит, сидели. Всего в цикле Айбышрам Шанца 22 фильма. Он рассказывает о военных событиях, начиная с марта 1993 года до начала июльской наступательной операции. Фильм 14 смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. 1860 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии, по данным Международного комитета Красного Креста. В Стамбуле 29 мая состоялось 16-е заседание координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести, который был создан в 2010 году. С момента начала работы механизма были найдены и эксгумированы останки 526 человек, из которых 285 были идентифицированы и переданы семьям, сказала посланник МККК по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Асланбек Мирзоев защитил докторскую диссертацию на тему «Традиционные институты военной культуры черкесов и их трансформация в период с раннего Средневековья по 30-е годы XX века». Защита прошла в Абхазском институте гуманитарных исследований. Слово Элеоноре Гилаян. Традиционные институты военной культуры черкесов и их трансформация в период с раннего Средневековья по 30-е годы XX века. Такова тема докторской диссертации Асланбека Мирзоева. Асланбек Султанович – выпускник исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета. В разные годы работал старшим научным сотрудником, заведующим выставочным отделом Национального музея КБР. В 1997-м окончил аспирантуру Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Институт наездничества у черкесов в 18-м, первой половине XIX века». Асланбек Мирзоев – герой Абхазии, доброволец. Целью диссертационной работы ученый ставил исследование исторического опыта милитаризированного образа жизни черкесов, генезиса и развития адыгской военной культуры, формирующих ее традиционных институтов и связанных с ними социальных явлений. Исследование данной темы имеет большое значение для понимания историко-политических и социально-экономических процессов, происходивших на Центральном и Северо-Западном Кавказе в период Средневековья и Нового времени. Традиционная предрасположенность черкесов к военной деятельности сыграла значительную роль в жизни черкесской зарубежной диаспоры.
Она также имеет не только научно-познавательное, но и практическое значение. Специфические комплексы духовных представлений, способствующие развитию характерной для северокавказских этносов воинственности, продолжают сохраняться и ныне в психологии этих народов. Это проявилось в частности в военно-политических конфликтах, имевших место в 90-х годах 20-го столетия на территории бывшего Советского Союза в Республике Абхазия и Чеченской Республике. Изучение традиционных институтов у разных этносов – одно из приоритетных направлений кавказоведения. Начатое до революции исследование традиционных институтов народов Кавказа было продолжено в советское время. Были проведены крупные разработки как общетеоретического характера, так и посвященные отдельным народам. Ввиду обширности понятия «военная культура» в рамках диссертационного исследования мы не ставим целью изучения материальных аспектов этой культуры, а что касается духовных аспектов этого явления, то, как уже было сказано выше, мы ограничиваемся рассмотрением основных главных традиционных институтов военной культуры и связанных с ними явлений. Реализация поставленной цели предполагает выполнение следующих задач. Представить, какое влияние на формирование военной культуры оказали внешнеполитическое, природно-географические и социально-политические условия существования черкесов. Заключение от ведущей организации Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований зачитала кандидат исторических наук Нала Касландзе. Традиционные институты военной культуры черкесов относятся к явлениям, вызывающим устойчивый научный и общественный интерес. В последние десятилетия в отечественной историографии сложилась устойчивая традиция их изучения. Однако в свете переоснащения профессионального инструментария этнографа-исследователя возникает необходимость взглянуть на историю военной культуры адыгов по-новому, расширить исследовательское поле с тем, чтобы реконструировать многообразный и сложный, порой противоречивый процесс трансформации традиционных институтов черкесов. Представленное на защиту диссертационное исследование Мирзоева по постановке проблемы ориентировано на исследование процесса трансформации традиционных институтов военной культуры черкесов на протяжении длительного исторического периода. Обосновывая научную актуальность темы, автор сосредоточил внимание на значимых изменениях, происходящих в теоретико-методологических основаниях современного исторического знания. После ответа соискателя ученой степени выступил первый оппонент Владимир Александрович Дмитриев, доктор исторических наук, профессор из Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий. Две основные публикации ученого: монография «Пространство и время в традиционной культуре народов Северного Кавказа», изданная в Нью-Йорке в 2001 году, и монография «Отношение к пространству и времени в культуре народов Северного Кавказа», изданная в Петербурге в 2009. Мы имеем дело с работой на интересную, важную и трудную тему. Предпочитаю ее в данном случае рассматривать как труд по отечественной истории и полагаю, что изучение традиций адыгов, одного из народов Северного Кавказа и современной России, является частью нашей общей гуманитарной науки. Огромная важность темы данного диссертационного сочинения состоит в особой проблеме этнографического познания, как исследовать и актуализировать к исследованию сочинению установки традиционной культуры, в целом опирающейся на правила архаики и в большинстве своем сложно понимаемыми нашими современниками, но тем не менее никогда не остающимися без внимания. Тема военной культуры, предлагаемая в аспектах этнической истории, относится именно к такому кругу проблем, где этнографы погружены в проблематику таких неизбежных спутников цивилизации, как вооруженное насилие, война, социальные конфликты в их открытой стадии. После ответа Асланбека Мирзоева к трибуне вышел второй оппонент Самир Ходко, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии и народного искусства Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований. Он назвал диссертационную работу Мирзоева обобщением его более чем 30-летних исследований по данной проблематике. Казалось бы, предмет исследовательского интереса С. Мирзоева расположен в том историографическом поле, которое всегда привлекало внимание историков и этнографов, занимающихся Кавказом.
Военная культура адыгов тем более избавована, в кавычках, вниманием. Это и большие парадные, тоже в кавычках, нарративы, созданные крупными военными историками Российской империи. Значительное внимание было задано тем, что путешественники, официальные лица, профессиональные историки XIX века, а это было столетие стремительного территориального роста Российской империи, прежде всего обращали внимание на военный потенциал и военную культуру тех народов, с которыми так или иначе, с разной степенью интенсивности сталкивалась военная машина и бюрократия Санкт-Петербурга. В этой связи сложилась очевидная диспропорция в исследовании черкесской культуры, которая представлялась как исключительно воинственная. Можно сказать, что это отдельная проблема для историка и этнографа суметь выявить такие аспекты и грани явлений и процессов, которые позволят обосновать актуальность обращения, казалось бы, хорошо знакомой проблеме. Третьим оппонентом Мирзоева стал Омар Ман. После ответов соискателя всем оппонентам и научной дискуссии ученый совет единогласно принял решение о целесообразности присуждения ученой степени доктор исторических наук Асланбеку Мирзоеву. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Новости культуры. Необходимо вмешательство государства, чтобы создать симфонический оркестр в Абхазии, сказал на пресс-конференции «Спутник» народный артист республики Давид Терзиан. По его мнению, нужно пригласить специалистов, которых не хватает в Абхазии, чтобы они обучили молодых музыкантов. Тогда в течение 5-6 лет в республике появится возможность создать свой малый или большой оркестр. Мы должны своих детей здесь воспитывать и здесь пополнять ресурсы нашего маленького оркестра, сказал Терзиан. Люди и даты. 30 мая – день рождения заслуженной артистки Республики Абхазия, актрисы Абхазского государственного драматического театра имени Чанба Майи Джикерба. В нашем сегодняшнем эфире смотрите видеоклипы на стихи абхазских поэтов в исполнении Майи Джикерба. 2 июня в Зимнем театре города Сочи состоится концерт пиано-дуо энд оркестра народной артистки Абхазии Нины Эльбжани, заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авицба и Государственного камерного оркестра республики под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзиан. В концерте прозвучат известные произведения Вивальди, Бизе, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Бабаджаняна, Чепелянского, Пьяццола, а также будет самая популярная музыка из известных кинофильмов. 18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музучилища выступят в Госфилармонии на параде концертов 3 июня. Возраст исполнителей от 7 до 15 лет, для некоторых это будет дебютом. Думаю, это нелегкая ноша для таких маленьких плеч, но мы даем им возможность, открываем им двери в этот прекрасный мир, и думаю, они вместе со своими педагогами должны справиться, сказала на пресс-конференции «Спутник» народная артистка Абхазии Нина Эльбжани. В программе произведения от Баха до Бортнянского. Завершать концерт будет выступление ансамбля скрипачей, который исполнит музыку Константина Ченгелия. Черноморэнерго сообщает, в пятницу 31 мая с 9:30 до 17:00 в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция Тупарчал-ГРЭС. Без подачи электроэнергии останутся город Тупарчал и Тупарчалский район. Сейчас о погоде. В пятницу 31 мая в Абхазии ожидается переменная облачность из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха. Местами возможны кратковременные осадки, туман. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью 15-20, днем от 21 до 26 градусов. Температура морской воды 20 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.